Давно вокруг них не было столько шума. Компании-производители платят работникам за дополнительные смены. Спрос на медицинские маски с начала этого года резко повысился, а вместе с ним взлетели и цены по всей стране. Стала ли вспышка коронавируса возможностью побольше заработать для некоторых предпринимателей, уже разбираются. Более 600 погибших, около 32 тысяч зараженных. Цифры жертв коронавируса с каждым новым днем ужасают все больше. Такое положение дел объясняет беспокойство людей и меры профилактики. Спрос на медицинские маски увеличился в стране порядка в 11 раз. Было меньше, сейчас побольше, конечно. Спроса побольше. Для безопасности покупаем маски дома, чтобы не заразиться, особенно в общественных местах. В России подтвердились 2 случая заражения в Тюмени и Забайкалье, оба граждане Китая. Вместе с этим начался настоящий ажиотаж в аптеках. За последние 2 недели в стране скупили почти 1,5 миллиона масок, а в ряде регионов острый дефицит. Некоторые фармацевты и поставщики решили не упускать такую возможность и сорвать настоящий куш. Маски, которые приобретали за 1,5–2 рубля в ряде аптек, теперь стоят от 70 до 100 рублей. Спекуляции предпринимателей не остались без внимания главы государства. На встрече с правительством Владимир Путин потребовал закрывать и лишать такие аптеки лицензии. Решили нажиться. Надо выявить таких. Хорошо. Просто по каждой организации принять решение, то все. Хорошо. Чтобы неповадно было в следующий раз. У нас аптечная сеть довольно обширная, даже в известной степени, может быть, даже избыточная. Поэтому, если 2-3 таких заведения закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарственными препаратами точно не будет. Похожие методы применяют уже и в Китае. Так, в назидание другим одну из аптек оштрафовали на $500 000. Сотрудники Федеральной антимонопольной службы и Росздравнадзора уже проводят рейдовые мероприятия по всей стране. Выяснилось, что в Забайкальском крае цены выросли в 8 раз, в Курской области в 35 раз. С целью выявить завышение на маски представители надзорных органов Ингушетии с начала недели наведываются в региональные аптеки. Маски в наличии есть в достаточном количестве. Вы можете назвать минимальную цену и максимальную цену? Буквально несколько недель назад медицинские маски здесь можно было приобрести за 2 рубля. Сегодня эта цена повысилась до 5 рублей. Купить неоткуда. Это последние поставки, и мы удачно их закупили. И поэтому вы повышаете на 3 рубля цену? Нет, это не мы повысили, мы так закупили. Поэтому, соответственно, цена такая. То есть поставщик завышает? Да, поставщики завышают цены. На некоторых складах даже одна маска стоит вплоть до 45 рублей. Росздравнадзор объясняет, поставщики, завышая на этот вид товара цены, не нарушают законодательство, так как на средства индивидуальной защиты нет предельной цены, как, например, на другие лекарственные препараты. А надбавки в несколько рублей в зависимости от цены приобретения незначительны. И мы, в свою очередь, выполняем эту работу. Это еженедельный мониторинг и ежедневный мониторинг с нашей стороны, с управления Росздравнадзора. Как выявила ситуация, дефицита в наличии масок на территории республики сейчас нет. У нас маски есть в наличии в достаточном количестве во всех организациях. Минимальная цена на сегодняшний день на территории республики – это 3 рубля, максимальная цена превышает 12 рублей. Цены в аптеках Назрани не кусаются, как, например, в Магасе. Владельцы некоторых аптек даже решили пока не продавать маски. Их поставщики тоже просят необоснованные суммы. Признаются, что даже стесняются за такую цену продавать их людям. А кто-то из жителей даже скупает их десятками тысяч, чтобы отправить в Китай, где сейчас они на вес золота. Уже закупочная 26. Люди закупают. 26 рублей? Только закупочная. Даже больше. А последний раз они у вас когда были? Где-то недельку назад были по 8 рублей. И раскупили уже? Даже дому на руки не давали, по 5 штук, по 3 штуки, молодца. Да, а почему? Чем это объяснить? В Китай же все уходит. На такие случаи ФАС Ингушетии будет предпринимать меры антимонопольного реагирования. Информацию об изменении цен на медицинские маски в регионах страны территориальные управления ФАС должны направлять в центральное ведомство. Сделали запросы в крупнейшие аптечные организации, запросы по предоставлению отчетности. Данные организации должны будут предоставлять отчетность еженедельно, сведения о марках масок, сведения о ценах приобретения, ценах реализации масок.
Если цены на маски повышаются, то на противовирусные не колеблются. Коронавирус совпал с сезоном, когда активизируется ОРВИ и грипп. Профилактика – единственная защита от этих напастей. Все мы в масках ходим, даже без коронавируса. Можно смело сказать, статус самого востребованного товара на фармацевтическом рынке с начала этого года закреплен за медицинскими масками. В случае обнаружения необоснованного роста цен или дефицита масок, жители республики могут обратиться по телефонам горячих линий УФАС и Росздравнадзора Ингушетии. Маски есть? Да, есть. Не можно? Сколько штук? Так, на 100 рублей сколько? Не меньше жители региона обеспокоены информацией, которая появилась на днях в соцсетях, что в дагестанском Кизляре несколько человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Распространили фото с медицинским работником в защитном костюме. Минздрав и СМИ Дагестана эту информацию опровергли. Тем временем случаи заболевания выявлены более чем в 2 десятках стран. Вакцины против вируса пока нет. Как сообщают специалисты, в среднем для ее разработки понадобится от 3 до 5 месяцев. Диана Дударова, Майрбек Межоев. Новости 24.